Всем, кто смотрит это видео, мои добрые пожелания, и я продолжаю тему Хакасского ренессанса. Тема сегодняшнего видео, она народилась уже из тех предыдущих трех, в которых мы, или я, точнее говоря, говорил о том, что Хакасский ренессанс – это интересное явление для хакасской культуры, и давал общие признаки и характеристики этого явления, которые, конечно, больше всего мы знаем по европейской культуре. Имеется в виду по эпохе Возрождения народов Европы. Сегодняшняя тема, она связана с одним из важных явлений понимания Хакасского ренессанса, да и вообще ренессанса. Это факт именоречения. Это видео, почему я делаю в этом контексте? Дело в том, что многие сами хакасы говорят о том, что хакас это не новый народ. А я заявляю эту идею, что хакас это новый этнос. Это совершенно новый этнос в мировой истории относительно тысячелетних периодов. Это явление появления нового этноса. Это, конечно, очень интересно. И почему я говорю и заявляю, и утверждаю, что хакас это именно новый этнос? Причин, конечно, несколько. Во-первых, это научные факты, определенные факты. Но предположим, конечно, если взять генетически, то у каждого человека эта генетическая связь, она непрерывно восходит. Ну, знаете, я так, наверное, проиронизирую, но, знаете, она восходит даже к амебам, да? Амебы – это известные одноклеточные животные. Но это генетически. Но ведь человек в своей истории каким-то образом пытался осознавать себя в контексте определенного времени. И, конечно, человек как социальное явление, как социальная организация, оно себя соотносит с определенными ситуациями. И в этом смысле, естественно, нужно исторические периоды разбивать на какие-то смыслы. Ибо смысл в этом как раз и самое важное явление для человека. Человек всегда во всем-то ищет какой-то смысл. И хакасы в этом контексте это, конечно же, новый смысл явления в истории народов в сравнении, допустим, с тем, что было раньше. Ну, давайте посмотрим, какие факты именно того, что это новый этнос. Во-первых, каждый из хакасов знает свою родословную. Я не знаю ни одного рода, где бы родословная тянулась бы, ну, допустим, да, в течение 2000 лет. Такого факта просто нет. Максимум углубление колен это где-то 15-17 колен. Иначе говоря, народная память сумела зафиксировать это в течение 2-3 веков. И то потому, что хакасы, которые были заинтересованы в сохранении этнической памяти или родовой памяти, они это записывали. Но еще мы можем это восстановить по так называемым ревизским сказкам, иначе говоря, в архивах Российской империи. И вот это один из важных фактов. Иначе говоря, мы себя помним очень немного. То есть хакасы как этнос. Если взять другие народы, ну, допустим, взять русский этнос, они помнят себя до 12 до 11 веков. У хакасов вообще этого нет. Таких данных нет. Хотя я понимаю, генетически, конечно, потомки амебов, а амебы наши предки. Ну и вот это самое первое. Генетическая память, она обрублена где-то до 16 века, да. И потом второе. Очень важное значение имеет факт имя наречения. Если кто-то этому не придает значения, то это не означает, что этого явления вообще нет. Имя наречения человека, в данном случае физического лица, это очень важное явление в природе человека как существа мыслящего. И поэтому каждый из нас носит какое-то имя. Но это не только суть паспортного контроля, это некий смысл. И когда человек идет в этот мир, он о себе заявляет
именно своим именем. Он говорит, меня зовут так-то так. Причем явление имени хакасы, допустим, себя по культуре, по христианской культуре, она себя называет именами. Ну, сейчас это принято говорить русскими именами, хотя это имена древнегреческие. Ну, допустим, Сергей, да? Меня зовут Сергей по паспорту. Кто мне дал это имя? Мои родители. Это имя не хакасское. Это древнегреческое имя. Это культура русского народа. Культура народа, которая задала тон и взяла какие-то принципы, да, принципы понимания мира. Оно исходило вот к народу, к греческому народу. То есть оно считало это как символом некой такой духовности. Поэтому апеллируют и к древним грекам. Почему? Потому что считается это величайшая культура античности. Но когда я это понял для себя, я решил себя назвать чисто хакасским именем. Я начал понимать, что имя имеет значение. И когда я уже стал взрослым, мне было за 25, где-то 26 примерно, я решил себя назвать именем Сибдей. Сибдей. И когда я начал имя это к себе пристраивать, приноравливать, а это было непривычно изначально, но смысл был следующим. Это не русское имя. Это не древнегреческое имя. Это исконно хакасское. Что означает Сибдей? Можно по-разному трактовать это имя, по-разному подавать, рассматривать идеологию. Но я апеллировал к следующему. Есть сказка такая народная, Сибежек там Сибдеек. Это два братья. Они лучники. И отстреливали, соревнуясь с монгольскими воинами. В общем, они показывали свое воинское достоинство и искусство. Монгольские воины, они поражали летящих птиц на лету. И птиц было очень много, да, было навалено целая куча. А эти братья не птиц отстреливали, а клювы птиц. И этих клювов было также, то есть куча, которая была отстреляна этими братьями, она была больше, чем у монгольских воинов. То есть, иначе говоря, апеллирую к древности. Вот смотрите, опять у нас все время в нашем рассказе мы апеллируем к древности, к прошлому. Имя Сибдей – это современное хакасское имя, но по-новому заданный смысл. Конечно, я это понимал, это я делал. Это первый, один из важных моментов факта именоречения. Второе. Сергей – это древнегреческое имя Майнагашев. Майнагашев – это, конечно, хакасская фамилия, но смотрите, как задана фамилия. Это ведь фамилия задана по принципам русской каллиграфии. Майнагашев. Ев – это суффикс притяжательности, что это принадлежность к роду Майнагаш или Мойнагас, да? Но на самом деле это ведь русский принцип понимания и русские принципы именоречения. Сергей Майнагашев – это чисто русская трактовка. Хотя слова, вот, Майнагашев – это слово исходно хакасское. Я решил себе задать имя Том. Том – это родовое название Майнагашевых. И, конечно, я когда брал себе псевдоним, ну, это по-русски называется псевдоним, а на самом деле это имя, ну, скажем, я бы сказал бы, имя человека, который уже дорос до своего имени, да, Сибдей Том. Это уже не русская традиция, это чисто хакасская традиция. Вот в чем смысл для меня был в этом имени, в имени Сибдей Том. Конечно, таким образом я пытался заявить то, что мы, хакасы, я как человек в данном случае, как Сергей Майнагашев по паспорту, да, я еще и другой по смыслу, по явлению духа. Я скажу так, я не те Сергеи Майнагашевы, коих много. Их много. И многие из них не взяли себе другое какое-то имя. Они не дали себе следующее имя. Они, я бы сказал, не доросли до своего настоящего духовного имени.
Я же себе это сделал, я не хочу этим хвалиться, нет. Но я дорос до своего имени и сам себе дал это имя, понимая и осмысливая это явление. То же самое и с этносом. Когда этнос переосмысливает свое собственное имя, и когда задает новый, даже новое слово хакаса, да, это заявка о том, что появилось нечто, что-то другое. Конечно, это факт духа. Его нельзя измерить никакими параметрами, ни приборами, ничем, никак. Это просто внутреннее явление духа. Все. Хакаса, сам термин хакаса люди по-разному трактуют, но основной смысл это термина хакас это переиначенная от китайского, видимо, хегаздам, возможно, древнего говорят, что от слова кыргыз. Иначе говоря, все равно хакас это от слова кыргыз. Опять-таки, сам термин хакас, он произошел и был апеллирован, и был обращаем именно к явлению прошлого, то есть древности. Понимая важность прошлого, а прошлое я говорю все время, у хакасского ренессанса, оно всегда как мощное явление, оно всегда авторитетно, да, для современного человека. И, конечно, хакаса новое имя, но оно было задано в контексте и в связи именно с прошлым. Вот я об этом хотел сказать сегодня, о факте именно наречения. И это важнейший фактор того, что хакаса это совершенно новый этнос. Ну и дальше. Теперь давайте посмотрим мировоззрение. Я сейчас расскажу случай своей жизни. Моя бабушка, она не знала русского языка вообще. Плохо знала, практически она не понимала. Она была человеком представления о мире именно прошлого. Допустим, да, она представляла Землю как плоскость. И она говорила, когда я у нее спрашивал, на чем Земля держится, она говорит, на 3 китах. И она это объясняла. Но это объяснение понятно, откуда оно шло. Это библейское объяснение. Но смотрите, вот когда я ей говорю, что Земля круглая, а у меня мировоззрение уже другое. Бабушка у меня все время делала замечания. Ты жоқтың мыжың балам? То есть у нее было убеждение, что нельзя нарушать незыблемое, что для нее это было священное знание плоскости Земли. И она, конечно, никак не могла понять, почему Земля круглая. Это было... Вот что это? Это же, конечно, факт мировоззрения. Это символическое сравнение, но оно важно. Дело в том, что я-то владел уже научными знаниями. Нам об этом уже говорили в школе. Но они-то этого не проходили. Наши предки, у них не было тех знаний, которые мы имеем сейчас. Современные хакасы, у них совершенно другие знания о мире. У наших предков были другие. Иначе говоря, хакасов обладают иным мировоззрением. Совершенно другое, чем мировоззрение наших предков. Хотя, опять-таки, я говорю, генетически это суть одно и то же. Имеется в виду набор генов там и так далее. Вот, поэтому, когда люди говорят, что хакас это не новый народ, мне как-то немного странно об этом слышать. Даже в бытовом разговоре. Я думаю, что это непонимание фактов научных. И, во-вторых, это, конечно же, опять-таки дух Ренессанса, то есть проявление Ренессанса. В период Ренессанса народ, который заявляет о себе, он говорит, что я велик сам по себе, но он, правда, всегда пытается апеллировать к прошлому. Типа, вот знаете, у нас, мы великий народ, почему? А у нас в прошлом было все круто, у нас, смотрите, была древнетюркская письменность, у нас было свое государство, у нас есть язык, знаете, вот, и так далее. Вот эта апелляция к прошлому, это всегда, это психология Ренессанса, это психология этого человека, который все время пытается этим самым недостаток убеждения своего великого «я» восполнить какими-то фактами, наработанными фактами из прошлого. Естественно, это всегда делается. В период Ренессанса это очень характерная черта. Поэтому те споры вокруг
термины хакас, как они себя называли. Это и научные споры, это и споры ученых, это и бытовые споры. Они говорят как раз о том, что это мы только что народившийся народ. Старый этнос не спорит о том, кто мы такие. Русские мы, не русские. Они по факту, они тысячи лет, допустим, да, этнос. У них нет таких проблем. Новый этнос всегда это делает. Вот, спасибо всем, кто смотрел это видео. Если вы хотите понять смысл слова хакас, конечно, вы читаете работу ученых. Я думаю, в интернете много можно найти. Я же подчеркиваю одну идею, что мы переживаем период Ренессанса, период Возрождения. По-хакасски я это называю айленос. Смотрите следующее видео на эту тему. У меня будут уже более конкретные вещи. Это встречи с людьми, которые проявили дух Ренессанса. Кто они такие, будут уже на следующем видео. Спасибо всем за внимание.